Швейная фабрика в Аль-Юрте получила новый крупный заказ от энергетической компании. Этот контракт будет реализовываться до конца текущего года. Он способствует увеличению занятости жителей, поступлению налоговых вычетов и повышению рентабельности продукции ингушской компании на российском рынке, благодаря сочетанию высокого качества и доступной цены. На фабрике умеют изготавливать любую одежду высокого качества. Все начинается с раскроенного цеха, где импортированную ткань разрезают на отдельные детали будущего товара. Наш начальник этого отдела, он через компьютер выпускает, увеличивает в масштабах, делает, как вы сказали, эти рисунки, то есть лейкала на крой. И по этому крою выкраиваются и куртки, и брюки. Это первый шаг, то есть начало изготовления нашей продукции, то есть этих костюмов. А чтобы обеспечить единый цвет изделия, каждая деталь нумеруется в соответствии с рулоном, откуда она была отрезана. Это позволяет избежать отличий в оттенках цвета при сшивании одежды из деталей, отрезанных с разных рулонов ткани. Профессионалы на фабрике очень внимательно следят за каждым этапом производства, чтобы обеспечить высокое качество продукции. После нумерации все детали направляются на 2 конвейера, один из которых брючный, где идет сборка брюк. Короче, да, и 45 операций, просто саган дайся каньон. Да, хорса гуд сац операций, например, саму ленштюк, вуку, подгибка вуку, карман тюк, и дайся каньон, массу операций, самоцен. Захочи тиген, Захоч ох, 3 минуты, тюк. Дина 400-450 выход. На курточном конвейере применяется аналогичный метод работы. Швеи, используя современное высокотехнологичное оборудование, быстро соединяют куски материала в единую целую одежду. Каждая деталь, нит и ткань соответствуют требованиям заказчика. Главный принцип всех сотрудников – удовлетворение клиента. С 2 конвейеров собранную одежду отправляют на чистку, а в конечном итоге изделие попадает в контрольный отдел и упаковку, где в случае некачественного пошива продукцию возвращают на доработку. Наши контролеры проверяют масштабы, соответственно, с инструкцией заказчика, есть ли пуговица, как прошиты строчки, все ли соблюдено. Понимаете, там очень много работы, большой объем работы, которым занимаются именно контролеры. Если отдел контроля пропускает эту продукцию, то только в этом случае эта продукция может попасть уже на упаковку. Все сотрудники фабрики полностью погружены в рабочую атмосферу. Здесь нет места усталости, вялости или депрессии, потому что созданы все условия для комфортного труда. Сами работники фабрики отмечают, что благодаря этим условиям им легко и приятно работать. Зарплата нормальная, да, зарплата. Ганцон в данное время я хамаш тегиш дуко, хамажир шло. Цац операция хаеш хочет, а сах ваша хит чимали. Мы бальгуч бестер, мы бальгуч бестер атмосфере, хос коллективе. Комфортные условия, удобный график, все удобства и привилегии фабрика может обеспечить рабочими местами до 1200 человек. Сейчас же здесь трудится более 200 сотрудников. В месяц они отшивают до 8000 единиц одежды. При полном объеме производства фабрика может производить за тот же период до 40 000 форм в зависимости от сложности. В планах запустить производство на все 100%. Так, благодаря повышению имиджа предприятия и популярности на российском рынке, все больше крупных компаний желают заключить контракт с ингушской швейной фабрикой. Нам очень часто звонят, предлагают нам свои заказы, но мы пока работаем с одной компанией, поэтому нам пока этих заказов достаточно. А так остальные компании, которые с нами на связи, мы их держим пока в резерве. Если вдруг что, мало ли. Поэтому так, вы, наверное, знаете, что фабрика больших масштабов, наша фабрика, ингушская фабрика, она уже прогремела на всю страну. Швейная фабрика была реанимирована в декабре 2020 года по поручению главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова. Благодаря качественной, организованной работе за относительно короткое время предприятие зарекомендовало себя на российском и зарубежном рынках. Это подметил и заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак, который еще в начале этого года посетил фабрику. Сегодня швейное объединение может отшивать все виды одежды, а ее достижения благоприятно сказываются
на экономике региона. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Алей Зязиков, Магаз 24.